Елена Фреймовна, здравствуйте. Об эпидситуации в регионе на сегодняшнее число. Добрый день. На сегодняшний день, на 17 июня, выявлено 94 новых случая новой коронавирусной инфекции, в том числе в городе Якутске 59 случаев, в Алданском, Мегино-Кангаласском по 6, Амгинском, Верхоянском, Мирнинском по 4, Вилюйском, Намском, Усялданском по 3 и Верхневилюйском 2. За сутки проведено более 3000 исследований, всего обработано более 1 миллиона тестов. И по вакцинации на сегодняшний день в нашей республике имеется 211 409 доз, которые поступило с начала вакцинальной кампании. Первую вакцину за этот период получило 189 тысяч человек, в том числе старше 60 лет 43 тысячи. Вторую вакцину получили 149 094 человека, в том числе старшего возраста 60 лет 35 160 человек. Таким образом, использовано 89% вакцин от общего количества объема. И вчера поступила новая партия 3300, которая распределена по 5 районам нашей республики, где уже нулевые остатки. Хотелось бы отметить, что буквально вчера глава Минздрава Российской Федерации Мурашко сказал о том, что спутник Ви прошел все клинические испытания и сегодня подана документация на разрешение применения данной вакцины, в том числе и у беременных лиц. Поэтому возможно, что буквально, может, с июля месяца мы начнем защищать наших беременных от этой коварной инфекции. Я подчеркиваю, что сегодня вакцинальная кампания является очень главной и важной в нашей стране. Это единственный путь разобщения и разрыва передачи инфекции друг от друга, человека к человеку. Поэтому очень важно сегодня, во-первых, продолжать соблюдать все меры, рекомендованные указом главы. Это ношение масок, дезинфекция, дистанцирование, соблюдение санэпидрежима в своих рабочих местах и в помещениях, общественных пространствах. И, естественно, в первую очередь это вакцинация. Мы также призываем всех вакцинироваться. Все выходные дни вакцинальные кабинеты по всей республике будут работать. Пожалуйста, приходите, записывайтесь через различные форматы возможности записи. Это непосредственно и через государственные услуги, и на сайтах медицинских организаций, в регистратурах, через облачную поликлинику. И можно точно так же, как мы уже говорили, коллективные договора заключать с поликлиниками, чтобы вам было удобно и могли приезжать непосредственно на ваше предприятие, проводить вакцинацию. Сегодня пока в наличии в республике только спутник Ви, Эпивак ожидаем ближе к концу месяца, но тем не менее подчеркиваю, что на самом деле эти обе вакцины практически идентичны, разницы для них никакой в части получения нет. Подтверждены клинические испытания по количеству возможных осложнений при вакцинации у той и другой, и в том числе Ковивака, практически идентичны. Разница между этими вакцинами больше, наверное, важна для медицинских организаций в части возможности их транспортировки и условий хранения. Будьте все здоровы, берегите себя. С наступающим праздником Национального ИСЭХ.